публицист, выразил свое желание в Казани прочитать лекции. Мы с радостью, может быть, поддержали немножечко в этом желании. Представляю Камиля Галеева. Я его знаю как автора популярного телеграм-канала «Высокая порта», и читаем в Фейсбуке, читаем в независимой газете, читаем, иногда не соглашаемся, иногда чаще киваем головой и говорим «спасибо, молодец». Камиль Галеев, Рахим. Да. Спасибо большое за организацию Айрату и Табрису. Хотел поблагодарить, во-первых. Я сегодня хотел бы поговорить о проблеме ордынских институтов и ордынского институционального наследия. Потому что вообще неандертальский уровень отечественной гуманитарной мысли, он, наверное, ярче всего виден как раз на примере дискуссии об ордынском наследии. Потому что к примеру, с наследием польско-литовским в России все не так очевидно. Там называли себя русские дворяне шляхтой, называли Россию сарматским племенем, как это в поэме Семена Полоцкого «Ликуй, Россия, сарматское племя». Говорили при дворе по-польски. Но это вопрос темный, тут без пол-литра не разберешься, я считаю. А в вопросе о наследии ордынском все гораздо очевиднее. Если Орда над Русью четверть тысячелетия господствовала, то какое-то наследие должна была оставить? Вопрос какое? И, в принципе, рассуждая логически, тут понятно, что если мы задаемся вопросом о том, какое влияние страна А оказала на страну Б, то ключевое место в дискуссии должен занять вопрос о том, как были устроены институты страны А. Рассуждая с точки зрения формальной логики. И тут оказывается, что типичному отечественному интеллигенту ему формальная логика не указ. То есть центральное место в дискуссии должен был занять вопрос о том, как были устроены институты Орды. Но вместо этого мы видим зияющую черную дыру. Не в специальных исторических исследованиях, а в историософии в буллетичном дискурсе. И эта черная дыра, она чем заполняется? Она заполняется топосом, образом восточного деспотизма, в котором самовластный тиран железной рукой всеми правит. Этот образ, он принимается за аксиому и с точки зрения большинства, что историков, что публицистов, ни в каких доказательствах не нуждается. Все и так очевидно. И разумеется, что все это полная чушь. Если открыть исследование специальное, то мы обнаружим, что власть ордынских и постордынских правителей, крымских, например, ханов, это особенно важно, потому что крымское ханство – это единственное ханство, от которого нам достались архивы, полные, почти не затронутые ни войнами, ни пожарами, то окажется, что власть этих ханов была ограничена гораздо больше не просто, чем власть московских государей, но и больше, чем даже власть европейских правителей того времени, европейских монархов. И окажется, что ханы, они по функциям ближе даже не к королям, а скорее к венецианскому дожу. Например, в большинстве европейских государств, почти во всех монархических, ведение дипломатических переговоров, внешняя политика, она рассматривалась как практически вотчина правителя. Да, король не всегда может наложить налоги, какие хочет по желанию, но уж переписку вести, дипломатические переговоры, это как хочет и сколько влезет. А в Орде этого не было. Например, процитирую посольскую книгу Василия Тяпкина, посла Федора Алексеевича ко двору Мурат-Гирея. В 1680 году он пишет в Москву, что во время эпидемии чумы хан, цитирую, «не только государстве грамоты и письма ваши посольские принимал своими руками и договоры посольские чинил своей особою, чего при прежних крымских ханах от века не бывало». То есть что мы видим? Мы видим, что в норме хан не может без ведома родовых старейшин, без ведома Карачи, без ведома Курултая вести переписку, принимать послов и отправлять письма. И возможно это, разве что во время морового поветрия. На эту тему есть много разных цитат, мог бы привести про Крымское ханство, но в данном случае важно что? Что у нас есть свидетельство того, что все это воспринималось как общая постордынская традиция, а не исключительно особенность Крымского ханства. Кстати, самый смешной момент, что все другие аристократы, включая сестер хана, братьев хана, сыновей, дочерей, они все могли вести переписку. То есть он единственный, кому нельзя было. Это действительно во многом напоминает Венецию. Там из всей аристократии, из ее патрициата, был наиболее ограничен в правах дож, правитель государства. Он не имел права в одиночку принимать послов, выступать перед республикой, и там одно, второе, другое, третье. Почему? Потому что он воспринимался как потенциальная угроза республике. Потому что всегда есть опасность узурпации власти с его стороны.
что-то очень похожее было и в Крымском ханстве. Почему я считаю, что это не особенность Крымского ханства, а общая черта всей ордынской политической традиции? Например, в 1737 году, когда восставшие башкиры пригласили на свой престол казахского хана Абулхаира, они предъявили ему ряд требований, в том числе и такое. По данным оренбургских властей, Абулхаир не имел права писать кому-либо и вскрывать письма без ведома башкирских старейшин, должен был довольствоваться в качестве налогов добровольными взносами и так далее и тому подобное. Помимо этого, с ханом крымским можно было судиться. В архивах кадиаскеров сохранились десятки кейсов судебных дел, по гражданским делам, понятно, не уголовным к хану. Среди них есть и выигранные дела. То есть подданный мог подать на хана в суд и мог этот суд выиграть. Все, что я вам только что рассказал, это нарратив, основанный на источниках, остатках, документах. То есть я не хочу тут глубоко залезать в историографию, но, грубо говоря, есть источники, остатки. Это документация, бухгалтерские книги, судебные дела, там актовые материалы, другое, третье, нотариальные. А есть источники предания. Это летописи, например, или хроники. То есть источник, остаток, он направлен на современников. Это некоторый, скажем, побочный продукт бюрократической машины. А источник предания, он быть преданием с самого начала и предназначен. Так вот, Дональд Островский, американский историк, основываясь в основном источниках преданиях, то есть на летописях и хрониках, попытался провести реконструкцию ордынских институтов. И что получилось в итоге? Вообще-то это получается режим конституционный. Естественно, конституционный не в смысле современного, а в смысле средневековом. То есть тут даже неверно говорить, что власть ханов ограничена. Она не то что ограничена. Хан скорее является церемониальным правителем, который воплощает там статус-кво и консенсус элит. И по большей части он вынужден соглашаться с консенсусом. Карачи. Кто такие карачи? Это главы самых знатных родов, родовые старейшины. В том числе это касается вопроса о самом важном из возможных решений, о войне. Если родовые старейшины выступают против войны, то хан ничего не может сделать и вынужден последовать их решению. Даже если его сюзерен, османский султан, требует этого от него. Есть кейсы столкновения по этому поводу. В общем и целом вырисовывается картина, я бы сказал, едва ли не противоположная московскому царству, каким оно сложилось к XVII веку. И, исходя из этой картины, мы должны сделать вывод, что если ордынское влияние было, а оно было, то оно должно было быть антиабсолютистским и конституционным по духу. Так, есть серьезное основание полагать, что, например, земские соборы – это даже не заимствование, я бы сказал, карга ордынского Курултая. А Боярская дума, соответственно, карга Совета Карачи. И если мы принимаем эту точку зрения, то многое становится на свои места. Когда Иван Грозный собирает Земский собор в первый раз? Когда провозглашает себя царем? И тогда все становится логично, потому что, провозглашая себя царем, то есть ханом, он должен собрать Курултай, то есть Земский собор. Интересно, что, в принципе, источники, остатки, то есть те же самые посольские книги, они эту точку зрения, в принципе, подтверждают. Например, в послании царей Петра и Ивана, Петра, будущего Петра I, хану Саадат-Гирею от 27 февраля 692 года, Совет Карачи, то есть Совет старейшин наиболее знатных родов, назван Думой. А Народное собрание, избирающее ханов, оно в русских источниках именуется то, цитирую, «всей землей», то попросту «народом». Кстати, характерно отмечу, что первая формулировка – это зеркальное отражение названия Земского собора. Но почему я говорю не о заимствовании, а именно о карго-культе? Что такое карго-культ? Это заимствование внешних форм без заимствования внутреннего содержания. Знаете про карго-культ полинезийский, что прилетели белые люди на самолетах, там раздали местным какие-нибудь ништяки, там консервы, зажигалки, воду огненную и улетели. Что подумали туземцы? Что им надо построить самолеты из соломы, аэродромы из соломы, чтобы белые люди прилетели снова. То есть заимствование внешних форм без внутреннего содержания. В Москве произошло нечто подобное. То есть были заимствованы конституционные институты, но социальный расклад сил, он был совсем другим в обществе. То есть власть Курултая, власть Карачи, она опиралась на власть родов, которые могли дать или не дать армию, дать или не дать воинов. Но в Москве-то такой опции не было. Так и вышло, что в итоге
земские соборы превратились из собрания всей земли в собрание чинов. То есть, как говорил Ключевский, в собрание, по сути, совещание государства с собственными агентами. Ну, значит ли это, что Московия ничего из Орды не заимствовала? Нет, конечно, не значит. Например, был целиком заимствован весь дипломатический церемониал, все дипломатические практики. Например, такой момент интересный. Все западноевропейские послы в XVI-XVII веках, приезжая в Россию, они были приятно удивлены, приятно шокированы тем, что московское правительство брало на себя все расходы. Почему? В Европе считалось, что если, скажем, французский король посылает императору Священной Римской империи посольство, то платить за него, за все расходы, должен французский король, тот, кто посылает. А в Турции или в Орде там были другие представления. Вот ко мне едут послы, они типа как мои гости. Я как хозяин беру на себя расходы. И в этом плане, если они платят за себя сами, то это позор мне. И если европейцы приезжали, то московское правительство, согласно татаро-турецкому церемониалу, брало на себя их расходы. Правда, европейцы уже бывали удивлены неприятно, когда московские послы, приезжая в европейские страны, требовали также брать на себя свои расходы. И на это европейцы уже не были согласны. И эти требования отвергались как абсурдные. Ну, подробнее, если интересно, можно почитать у Веселовского «Татарское влияние на русский посольский церемониал в московский период русской истории». А почему, собственно, был этот посольский церемониал, дипломатический церемониал заимствован? Тут важный момент, который всегда надо иметь в виду, когда мы говорим о ордынском влиянии на московские институты. Что когда о нем говорят, практически всегда упускают из вида аспект динамический. То есть, понимаете, об этом люди очень часто забывают, что нонича, оно не то, что давича. Сегодня расклад сил иной, вчера был другой, завтра будет третий. Они меняются, и меняются очень сильно. И вот как раз по дипломатической переписке с ордынскими государствами это очень видно. Например, когда Иван III, это тот, который старяние на реке Угре или завоевание Новгорода, когда он пишет крымскому хану, как он к нему обращается? Какие есть версии? Примерно, да, правильно, но брат какой? Старейший брат. То есть он старейший брат, и он ему бьет челом, как и вышестоящему. Василий III точно так же, потом приходит Иван Грозный. Иван Грозный начинает то по-прежнему бьет ему челом, как старейшему брату, то начинает просто править поклон и называть его просто братом. То есть тут он уже себя начинает позиционировать как более-менее равный. Потом уже династия Романовых воцаряется, Михаил Федорович, и при Михаиле Федоровиче он окончательно превращается в просто брата. Через некоторое время уже и брат исчезает, и к концу 17 века просто его ханово величество, уже и не брат. Ну а потом Петр I пришел и вообще перестал присылать в Бахчисарай подарки. Потому что до этого Московия там каждый год присылала хану, братьям хана, сестрам хана, главам родов, всех должна была обеспечить подарками. То есть мораль в данном случае басни такова, что понятно, что в конце Средневековья и в раннее новое время мощь Московии, мощь России, она росла очень быстрыми, практически американскими темпами. Но когда мы смотрим назад и удаляемся вглубь от нашего времени, то они, соответственно, и падают с такой же скоростью. И там к 15 веку Московия превращается в совсем незначительную величину, которая, естественно, будет следовать за величинами более крупными на тот период. В общем, из всего, что я вам только что озвучил, понятно, что в отличие от того, что заявляют многие российские историософы, Россия и Московия никакими слепками с Орды, копиями Орды, разумеется, не были. Ничего подобного. Что же тогда, если не копии, то близкими к Орде социально-политическими организмами было? Но если брать плети славянские, то это, конечно, казачьи войска. Я имею в виду в допетровский период, там, до восстания Кондратия Булавина. И в этническом смысле. То есть откуда они вообще взялись? Вот, помните, если кто читал Идыгей, там Идыгей ссорится со своим сыном Нураддином и уходит в казаки.
То есть были казаки, то есть изгои, которые заселяли Дон, Урал и прочие реки. К ним присоединялись беглые славяне, тогда еще не крепостные в основном. И вместе из этого тюрко-славянского синтеза и образовались казачьи войска. Как они были организованы? Читал недавно одного не самого умного человека. Это не самый умный человек. Он рассуждал на тему, что вот Донское, например, казачество многие именуют республикой, но, пишет не самый умный человек, оно республикой не было. Потому что в 16-17 веках реально политическими правами там обладало меньше половины населения. Почему человек не самый умный? Это вообще общая беда историков. Они учат что-нибудь одно, то есть, например, Донское казачество и только его. И объемной картинки из-за незнания других периодов, других государств не имеют. А где, вы видели в 16-17 веках республику, где политическими правами обладало бы больше половины населения? То есть Страсбург, например, классическая республика. Политическими правами обладает примерно 5-6% населения. Это норма на тот период. И ситуация, когда политическими правами обладает процентов 40, это очень много. И действительно, если мы посмотрим на чаяние, скажем, московского, российского простого народа, крестьян, то видно, что для них казачество – это некоторый недостижимый идеал. Вот сейчас, например, в качестве такого альтернативного московскому абсолютистскому деспотическому проекта очень любят форсить Великое княжество Литовское. Там было много преимуществ, много достоинств по сравнению с Московией. Но с точки зрения шляхты и горожан. С точки зрения простого народа это был примерно такой же ад на земле, как Московия. Помните Герберштейна? Я его очень люблю, потому что это, по-моему, недооцененный автор. Вот как Америку описал де Токвиль в начале 19 века. И до сих пор, как он это описал, ничего лучше по американским институтам, по американской политической традиции так никто и не сделал. Это остается как недостижимый идеал. Вот примерно так же Московию описал Герберштейн. И ничего круче этого, на мой взгляд, создано не было. И он много где бывал, много какие страны объездил. И когда он, уже вернувшись в Австрию, перечисляет, что он в разных странах видел, он упоминает, что там в Польше, Литве и Московии он видел нищету и тяжкое рабство. То есть с точки зрения немца условия жизни основной массы населения в Литве и в Московии, они не особо-то различались. И если сейчас, как я уже сказал, в качестве идеала Великое княжество Литовское пытаются форсить, все равно в раннее новое время, в позднее Средневековье, стремления простого народа убежать в Литву не было. Зато что было? Массовое желание стать казаками. Это очень важный момент, потому что, сравнивая разные социально-политические организмы, надо обращать внимание в первую очередь не на нарратив, что они там о себе рассказывают, а как люди голосуют ногами. То есть куда бегут и откуда бегут. Это очень много будет говорить о реальном состоянии дел. В принципе, мой доклад, наверное, нарративная часть завершена. Теперь можем пообщаться. Там можно задавать вопросы. Угу. Я по поводу недавнего интервью Вадима Пицеровича Припавлова, он там упомянул институт ярлыка в Золотой Орде, и что благодаря этому ярлычеству, которое было в Золотой Орде, в городских сообществах на Руси как раз-таки была подавлена вот это ключевое, как он там называет, демократия. Вот. То, что вы говорили сейчас, мне кажется, вы пропустили этот момент все-таки с ярлыком. Можете все-таки обозначить его роль в том, о чем мы говорили, что на самом деле... Да. Тут два момента. Первый момент: нужно быть очень осторожным, когда мы говорим об истории того периода, крайне осторожным. Потому что до нас дошло очень мало документов. Просто это моя главная претензия, например, к школьному курсу истории, что если прочитать учебник и ничего кроме него, то может сложиться впечатление, что там Ледовое побоище факт и Бородинская битва факт.
И что вот это факты одного порядка. Это бред собачий. На самом деле количество доступной нам информации, оно крайне неравномерно распределено по странам и периодам. Ну, я просто поясню. Я сейчас могу ошибаться в точных цифрах, потому что на память говорю, но порядок примерно такой. От XII века от Руси дошло там что-то типа 140 документов, от XIII что-то там 600, XIV около 1000. Вот в Испании есть такое королевство Арагон на востоке Испании. Знаете, сколько там документов за XIV век? На Руси что-то около 1000, а там сколько? 6 миллионов. То есть речь идет о том, что говорить всерьез об истории Руси такого периода с такой же уверенностью, как об истории Испании, это несерьезно. Почему? Ну, во-первых, там было гораздо больше грамотных людей. Кроме того, там было развитое городское самоуправление, нотариальные конторы, там все заверялось, записывалось, и кроме того, дома каменные, так что гораздо реже горело. А от Руси-то практически ничего не осталось. Это первый момент, который, в принципе, важно всегда держать в уме, когда мы говорим об истории того периода. Ну, что это все бабушка нотовая сказала. Второй момент. Про ярлыки. Простите, а вы говорите про подавление городской демократии. А городской демократии где? Вот в Киеве была городская демократия, это да. В Новгороде была городская демократия, это да. В Владимиро-Суздальской земле никаких веч никогда не было. Во Владимиро-Суздальской земле, то есть той, откуда Московия пошла, центральной России нынешней, никаких городских собраний не было никогда. Там было нечего подавлять. Просто потом, это хороший вопрос, по каким причинам, но именно эта модель, Владимиро-Суздальская, распространилась на всю Русь, и все другие альтернативные модели подавила. Почему так произошло? Вопрос. Но демократической традиции там никогда и не было. Еще какие будут вопросы? То есть, по сути дела, ярлык и вечи сосуществовали, да, если мы говорим о всей... Да. То есть в Новгороде вечи и ярлыки существовали по сути, до завоевания Новгорода Московией. И прекратились не из-за того, что прекратились ярлыки, а из-за того, что пришла Москва. В этом плане там какие-то рассуждения на тему подавления городской демократии из ярлыков, это там чистейшая хуцпа. Городская демократия была уничтожена не ордынским завоеванием, она была уничтожена завоеванием московским. После ордынского завоевания она спокойно еще 250 лет существовала. Да? А есть какая-то информация, вот как жили городские сообщества, скажем, в Крымском ханстве, и там было ли у них что-то вот подобие веча новгородского? Понимаете, Крымское ханство, там же много разных политий, организованных очень по-разному. Вот как вы думаете, со всего Крыма история, скажем так, каких сообществ известна лучше всего? А? Правильно, итальянских. То есть от итальянских, там, кафе, например, осталось гораздо больше документов, чем от всей остальной территории России вместе взятой за тот период. Там документировалось все. Но важный момент, документировалось все в отношении кого? В отношении итальянцев, конечно. То есть в какой-нибудь кафе и в других генуэзских колониях там основное население — это, понятно, греки и армяне. Но с точки зрения итальянских правителей кафе их не существует. То есть практически для любого итальянца там можно восстановить хронологию. Сапожник, там, Джузеппе, родился, работал, купил, продал, женился, умер. А про греков мы знаем, вот такой-то Аристотель там такой-то, украл горшок, Аристотель такой-то, разбил нос такому-то. То есть греки и армяне, которых там процентов 70-80, они попадают в поле зрения итальянских властей только когда они попали за каким-нибудь уголовным преступлением или денег задолжали. И с Крымским ханством там было сообщество гораздо более клановое, гораздо более родовое. И есть, например, информация о том, что этот родовой строй Крымского ханства, он оказывал прямое влияние на структуру итальянских колоний. Например, по кафе известно точно,
что население там было разбито на десятки по монгольскому образцу. То есть там было взаимопроникновение культур. Все, неужели это все? Ни у кого никаких вопросов? Мгм. Я вопрос Да? Вот ты в своем анонсе как раз немножко к современности, да, тоже. Мгм. Вот, у меня тоже такой был тезис, что вот, нынешняя клановость, да, коррупция, это все же больше наследие действительно не Орды, а, наверное, наследие более позднее, советское, побольше бы соотнести с современностью. Ну, во-первых, понимаете, тут я не соглашусь с тезисом о клановости нынешней России. Нет тут никакой клановости. Это не клановость. А давайте определим, что такое клановость. Сейчас. Вот клановость это как в Сирии, например, что вот Хафиз Асад, Башар Асад, и с высокой вероятностью будет у него сын Асад. И на всех постах сидят его племянники, внучатые племянники, зятья. Вот это клановость. В России, в Советском Союзе примеров такой передачи по наследству практически не бывает. Вот раз-два и обчелся. Что на самом высшем уровне, что пониже. Это на самом деле интересный момент, на который, если вы меня спросите, почему я не смогу дать ответа. Но как объективный факт я вижу, что передача должностей по наследству и по родству обычно не происходит. Не может ни в России, ни в СССР большой начальник передать обычно своему сыну и даже зятю свою должность. Да нет, происходит. Не, ну понимаете, если посмотреть на периферию, на какой-нибудь, как это, нижний уровень, то может быть. Но если мы начинаем идти наверх, то это исчезающе редко. Где живут сейчас потомки Сталина, Хрущева, Брежнева? Они небольшие посты тут занимают. Они живут в Штатах, они живут в Германии, они живут в Австрии. То есть в этом плане судьба для элитных потомков в России – это не входить в состав российской элиты, это эмиграция. Почему, говорю, отдельный вопрос, сложный, но это некоторый факт, который мы наблюдаем. Вообще вот вопрос трансферта власти сейчас стоит в сегодняшний день, а вот как этот вопрос все-таки, он не был, наверное, так регулирован в Золотой Орде? В Золотой Орде в основном там был принцип выборный. Если посмотреть на Крымское ханство, там было два противоречащих друг другу принципа. С одной стороны, ханы провозглашались Курултаем, с другой стороны, они утверждались османским султаном. И много раз, у меня просто сейчас нет под рукой списка, но там за 17 век раз 10, наверное, было, когда Курултаи отказывались принять присланных им ханов. И один раз дело дошло до прямого столкновения. Там вообще была история интереснейшая. Это 1624 год, когда крымскому хану было приказано идти походом в Персию, но старейшины не были в восторге от этой идеи. Тот вынужден был отказаться. Тогда османский султан его сместил и прислал нового хана. А тут какая была ситуация? На Крымское ханство напали казаки донские. Ну, их пленили. В нормальное время их бы просто продали в рабство на галеры в Турцию. Но тут была ситуация экстраординарная. Тогда их вооружили, вернули оружие и послали отбивать турецкий десант. Они его отбили и их отпустили на свободу. И тогда османский султан отмотал назад и признал того старого ханом по-прежнему. То есть это на самом деле очень интересная история, потому что она показывает сразу три важных момента, я бы сказал. Во-первых, это полное отсутствие патриотизма на тот период. То есть вполне нормально речных пиратов, которые только что приехали вас грабить и убивать, вполне нормально их вооружить и поставить себе на службу. И они будут вам служить, что самое смешное. Никакого патриотизма нет, его еще не придумали. Второй момент – это то, что казаки
которые сейчас воспринимаются такими, знаете, рыцарями православия, христианства, славянства, вовсе никакими не были. Это была сумма переметная. То есть мне нравится, когда на ранних стадиях восстания Хмельницкого на Украине были разбиты казаки, и у одного из запорожских казаков польский офицер спрашивает: ну хорошо, а теперь-то вы что будете делать? Ну, тот говорит: на море подамся. Я только еще не решил, либо в турецкий флот запишусь, либо турецкое побережье грабить буду. Ну, это по ходу дела ясно будет. Ну, вот это нормальное такое казацкое сознание. И третий момент, что в том числе из-за отсутствия патриотизма, всякие конфликты, они вовсе не требуют там какой-то взаимной ненависти или особенного там обоснования идеологического. Ну да, произошло столкновение между Крымским ханством и Турцией, но никакого разрыва связи из-за этого не будет. Они по-прежнему остаются в одном культурном, политическом, юридическом пространстве. И просто все вернется назад. Вот, как-то так. Там еще был вопрос. Да, вы только что упоминали о том, что историки действительно несколько сужают проблематику и не владеют контекстом. Как по-вашему, есть ли смысл добавлять в этот сравнительный анализ Руси, то есть особенно Московской Руси и ордынских этих государств, еще третьего игрока, как Речь Посполитую или Великое княжество Литовское, для сравнения этих институтов? Или в этом нет смысла? Как вы думаете? Тут, что бы я ответил? Я в данном случае не скажу, что историки не владеют материалом. Я скажу, что тут есть огромная, ну как это сказать, огромный барьер. С одной стороны, есть некоторое количество историков, которые реконструкцией ордынских институтов занимаются. То есть из зарубежных это, конечно, Дональд Островский в первую очередь. Из российских я бы назвал Почекаева. Ну, он юрист в первую очередь, а не историк, но у него очень интересные материалы, и это как раз написанное на основе источников остатков, что гораздо важнее и интереснее, чем источников преданий. Другое дело, что на публичный дискурс и на историософию это никакого влияния не оказывает. То есть они существуют как бы в параллельных мирах. Специальные исследования сами по себе, а дискурс и там умствования, они сами по себе. И эти умствования не базируются ни на чем. Это первый момент. Второй, каких игроков сюда можно включать? Да, конечно, Великое княжество Литовское, это правильно, но ведь и Орда была не гомогенной, и ордынские государства. Вот, кстати, вопрос такой задам. 17 век, скажем, год так, 1630. Кому Московия платит дань? Крымскому ханству она, конечно, платит, но это оформляется как подарки, как поминки. То есть с юридической точки зрения это не дань. А вот кому она платит дань, официально это данью называется? Касимову, конечно. Интересный момент, который, возможно, проливает некоторый свет на генезис государства московского. Что вот этому крошечному касимовскому государству и там темниковским княжествам ему в 17 веке платят дань и называют это данью. Это интересный момент. То есть картинка тут сложнее, чем там просто Орда монолитная. Ордынских государств было много. Это хороший вопрос. Я воздерживаюсь. В этом же уже давно понятно, что это все было связано с тем, что была традиция, связано с претензией Крымского ханства. Крымские ханы же официально в рукописи, что это Улуг Урда. Они претендовали на преемство Золотой Ордой. И, собственно, Касимовское ханство это как бы такой подвластный, такой формальный, Многоходовый московский такой вот анклав. Он, по сути дела, если сейчас вот есть отношения дипломатические, оформляют какие-то правила, но по правилам все делаем, и получается, что Крымскому ханству официально не платят. Хотя... Простите, это все очень красивый такой хитроплан. Есть только один момент. Крымскому ханству как раз платили. То есть, как мне кажется, это попытка такая... Регулярно платили, во-первых. Достаточно регулярно. Поминки платили, их стали платить все реже и реже к концу 17 века, когда изменился баланс сил. А до этого платили достаточно регулярно. Но момент это интересный. Я не хочу на эту тему распространяться, но отметить я его отметил.
Вообще, мне кажется, что в России в этом плане так же считает, как и в мире, что вот весь деспотизм там, такой, он идет из Азии, как бы, да, с Востока, там, азиатчина, все это и так далее. Как ты думаешь, откуда это в России, почему, ну, может, есть какие-то мысли, почему именно так конструируют, почему вот говорят, что все идет оттуда, и почему это в мире так, такой стереотип живет? Ну, очень просто. Во-первых, в мире он уже не особо живет. В мире сейчас дискурс меняется, меняется сильно, а в России он живет. Если отвечать на вопрос, откуда он, то ответ очевиден. Из Геродота, конечно. Вот как Геродот тогда сформулировал, что там демократия в Греции, деспотизм в Азии, также оно мигрирует из-за рецепции классического наследия. Из книги в книгу. Осмысляться это совершенно не осмысляется. И в России действительно до сих пор воспринимается как аксиома, в то время как на Западе уже давно нет. То есть если мы посмотрим на ту же Персию, то там, поскольку это государство было в значительной степени тюркское, там курултаи еще в XVIII веке проводились. То есть если решается вопрос, идти там шаху на войну или нет, он собирает курултай. Хотел бы ремарку. Вот, мне кажется, сегодня тоже есть похожая картинка. Татарстан один из немногих, если не единственный регион в России, который поднимает тему федеративности, призывает к конституционности. Вот я бы не слышал, чтобы там где-нибудь в Удмуртии, например, задумались о вопросе, насколько мы живем в федеративном государстве. Вот. Ну, хорошо, вот может быть вот считанное количество регионов в России, да? А в то же время, например, когда говорят о засилии вот этих госкорпораций, то говорят, что в Татарстане это первым придумали и там, указывают на некоторые наши нефтяные компании. Вам не кажется так же? Простите, а в чем вопрос? Не кажется, что? Картинка такая же, то что все плохое это от Татарстана в России. Ну, это очень удобно так кивать. Знаете, для инфантильного сознания такая система психзащиты, она практически необходима. Ну, знаете, занесло дороженьки белую порошую, все повсюду сволочи, я одна хорошая. Ну, что-то можно добавить. Если говорить о, собственно, социально-экономических моделях, то тут нет, я бы не сказал. Разница большая. Потому что в большинстве регионов это тренд, который идет уже десятилетия. Постепенно идет все большее поглощение местных предприятий московским капиталом или регистрация существующих предприятий в Москве, что, естественно, приводит к размыванию налоговой базы и деградации регионов. И есть риск, что этот сценарий повторится и в Татарстане тоже. Ну, как произошло уже в Башкирии. Угу. Татар. Насколько там количество источников сохранилось или тоже такой же проблемой? Я, честно говоря, вплотную этим не занимался, источниковедением польско-литовских татар. Я знаю, что уже в, скажем, второй половине 16-17 веках там достаточно много их, и там достаточно много чего можно восстановить, но у них же не было какой-то там серьезной автономии на тот момент. Они были рассыпаны в основном по северо-западной границе Великого княжества Литовского, как это россыпью деревень, но функционировали скорее не как полити, а как что-то, знаете, вроде миллета в Османской империи. То есть единственная власть, которая у них была, это над своими крестьянами, и все. Не, ну там какие-то юридические акты, какие-то они ввели записи на разнице на белорусском языке. Да, на белорусском и на польском. Да. Белорусский, арабский алфавит. В интернете периодически возникает там, то есть большие акты в курсе этого. Ну, то есть существуют они или нет, сохранились, там Вторая мировая война все-таки была.
Я, честно говоря, боюсь, что специализированных архивов, скорее всего, нет. А вот что там рассыпано по региональным, это большой вопрос. Мне трудно оценить, поскольку я не занимался вопросом. И еще вопрос сразу. Вот что касается егерей, я читал в советской прессе, что сохранился прямой потомок егереев, который был уже ассимилирован русскоязычным, но то есть он прошел, сохранился как бы во время сталинских репрессий, то есть не был репрессирован. То есть известны ли вам там прямые потомки, которые живут или нет? Что-нибудь об этом вы слышали? То есть с точки зрения... Специально не интересовался конкретно по гиреям, но вот один из гиреев участвовал в деятельности казачьей дивизии, который воевал за немцев во Вторую мировую, ну и был, соответственно, повешен. Нет, а тут я читал, что он другой какой-то во время советской власти был обычным инженером. Да, вполне вероятно, что некоторые могли случайно уцелеть. Угу. Я добавлю, что у нас в Казани егерей Амирхановы, потомки Амирхана, да, они себя считали потомками егереев, и у них существовало свое семейное шариат, которым они обосновывали свою принадлежность к егерей. Нет, ну, насколько оно, конечно... было русское дворянство, они были... Да, это понятно, то есть это разные роковые ветви егереев. То есть это там могут пощажары обидеть там именно потому, что у кого-то егерей много, и егерей тоже очень... Нет, ну понимаете, с генеалогиями тут в чем засада? Что огромное количество из них, они же недостоверны. Ну то есть, вот как Строгановы. Были себе крестьяне, занимались селеторговлей. Причем, в отличие от большинства родов, мы про них знаем точно. Потому что Москва горела, и архивы горели. А вот их архивы в их родовом селе, они сохранились. Торговали они солью, пушниной, поднялись. Стали самой богатой семьей тогдашней Московии. Ну и задним числом придумали себе легенду, что они от ордынского царевича, который принял христианство, которого за это настрогали. Ну вот они Строгановы. При этом у них же хранились документы, которые показывали, что все это полная чушь и к действительности отношения не имеет. Но это стандартный совершенно ход при написании генеалогий. В этом смысле, раз уж про Польшу заговорили, это, конечно, прямого отношения к татарам не имеет, но скажу. Очень люблю читать разнообразные срачи, потому что в срачах скрывается истина. Был, например, такой Чернецкий, он полководец польский, он в польском гимне, кстати, упомянут. Еще Польска не сгинела. Там як Чернецкий до Познани под шведским заборжем, герой национальный. И вот он был из бедных дворян. А были магнаты любомирские, наоборот, наверное, самые богатые люди в Польше. И они очень друг друга не любили. Чернецкий глава рода Любомирских. Ну и Любомирские его стыдили, типа, ты же из нищей шляхты. Он им, а вы вообще не шляхта, вы солеторговцы. Вы там поднялись на торговле солью, на монополии, а потом себе дворянство и генеалогию задним числом купили. То есть вот в такого рода перепалках истина иногда вскрывается. То есть мораль в том, что аккуратно надо с генеалогиями. Вопрос такой, не является ли, на ваш взгляд, польский сейф некой калькой, собственно, с Крыма? Не уверен. Не уверен, потому что социальный расклад был совсем другим, социальная структура была другой. Достаточно сказать, что, например, польская экономическая модель, она была основана на крепостничестве, на фольворках и, соответственно, на экспорте зерна через Балтийское море в Западную Европу. А в Крыму ничего подобного не было. То есть это были совсем разные организмы. Нет, я имею в виду, что выборность, ограничение власти монарха и так далее. А выборность и ограничения власти монарха, они, если залезть достаточно глубоко, практически везде были. То есть, знаете, это важный момент, который я не мог вставить в нарратив, потому что я не могу рассказывать сразу обо всем. Что, в принципе, демократические механизмы, они же механизмы достаточно примитивные. То
То есть это не демократия обычно возникает путем модернизации авторитарного режима, а наоборот, авторитарный режим путем узурпации власти в демократии. Ну, половина античной политической литературы об этом. Что в каком-нибудь там Арагоне, там 15, 16, 17 даже веков, там был орган такой, арагонская юстиция, который имел право протестовывать и отменять любые решения короля. А потом что? Потом отменили. То есть движение, которое было в большей части Европы, это было движение в сторону большей узурпации авторитаризма. Просто не Крымское ханство, почти что до самого конца. Вот в конце там наметился такой переход. Не Польша по тем или иным причинам по этому пути не пошли. Угу. Тема живется миф об армянском деспотизме, Да. татарской политической традиции. Что такое татарская политическая традиция? То, что вы раскрыли это сегодня, или я не услышала? Конечно, это в самом начале практически было. Когда я говорил о, с одной стороны, институтах ограничения власти в Орде, с другой стороны, о выборности ордынских властей, и с третьей... Деспотизм. А? Это и есть деспотизм? Это отсутствие деспотизма. Если я говорю миф о деспотизме, это значит, что я имею в виду, что его нет. Можно вопрос? Вот Кукарда, Кызыларда, вот ты сам тоже сказал, да, что это сложный организм был. И как мне кажется, вот представляется, что кто-то кочевал, да, где-то было наоборот больше городов, больше оседлой жизни, да, и отличались ли по форме правления в Орде в разных ее частях? И влияло ли то, что некоторые вели кочевой образ жизни? Трудно сказать, потому что сейчас мы вынуждены по кусочкам немногочисленным оставшимся, типа Крымского ханства или частично казахов, достраивать общую картину. Как там было в Казанском ханстве, трудно судить. Вот насколько сильно отличается Крымское ханство и Казахское? Крымское же более оседлое. Как ни странно, очень много общего. Например, что касается вот этих самых функций правителя, которому даже дипломатическую переписку вести запрещается. Ну, в своем канале пишет о Китае, да, и зачастую тюркский мир, кочевой мир, он соседствовал с Китаем, да, с китайским миром, даже очень правильно говорить. Есть ли какие-то традиции китайские, которые перекочевали в тюркский мир, оттуда, может быть, потом пришли в Орду, и наоборот? В Орду вряд ли. То есть на эту тему есть много литературы, где утверждается, что это так и было, но это по большей части домыслы. То есть прямых свидетельств нет. А, например, на политическую традицию уйгуров, которые в Синьцзяне живут, это отразилось совершенно точно. То есть русские путешественники в XIX веке, они, например, писали, что до китайского завоевания в XVIII веке беки, то есть князья уйгуров, они были выборные, а потом стали наследственные, власти у них стало больше. То есть как агенты пекинской администрации они стали обладать, по сути, большим влиянием. И произошло смещение в сторону большего авторитаризма. Чтобы это происходило на территории там, Казанского ханства или Крымского, я, честно говоря, очень сомневаюсь. Китайская традиция, она более деспотичная, и в этом отношении она не соотносится с... Понимаете, тут я вынужден как это суммировать в одном предложении там огромное количество литературы. Сами бы китайцы с этим не согласились. Более того, если копнуть не сейчас китайскую литературу, а которая была 100 лет назад, там 100, 120, вот в начале 20 века, то там был вал книг, что китайцы это самое что ни на есть демократы. Самые большие демократы на свете. А кто их совратил? Проклятые кочевники-завоеватели, которые установили свой авторитарный режим. Вот сбросим их, и тогда заживем. И будет у нас все там, как в Англии. Насколько все это соответствует истине, судить вам. Извините, но вот считается, что именно китайцы, ордынцы, научились всему. Кем считается? На каких источниках считается? Историки об этом говорят. Я не На каких источниках? Ну, я этого, конечно, ответила не могу. Я понимаю, что я ответила не могу, да. Но, тем не менее, эта фраза звучит и неоднократно, и
Она высосана из пальца. Но считается, что как-то кочевники могли вообще организовать государство. Они научились именно китайцам. И об этом неоднократно, не один историк. Не Петров, Сидоров, Иванов, а множество. Еще раз, понимаете, вот организация Крымского ханства там в 15-16 веках – это серьезная тема. Сохранились архивы, и все можно восстановить максимально подробно. Как там было организовано, скажем, в веке в 13 в Монгольской империи, это восстановить нельзя никак. Я не могу спорить. Я просто то, что говорю, что им нереально. Ну а после проверенности Казани нельзя? Но это источник предания. Понимаете, это не источник остаток. Скажите, пожалуйста, вы можете нам поведать, раз вот вы с Китаем как-то связаны, о том, как в современном Китае осмысливается история Монгольской империи? Потому что мы знаем примерно, что у нас пишут про татар, в России писали. А вот китайский взгляд ханьцев на историю Монгольской империи и вот это монгольское наследие нам очень мало известно. Да, сейчас скажу. Ну, дело в том, что я сейчас учусь в Пекинском университете, заканчиваю магистрант. Еще, скажем, году в 1900-м китайский нарратив, он был примерно как нарратив российский. То есть нами правят проклятые кочевники-маньчжуры. Мы демократы, а не авторитаристы. Сбросим их и заживем. И будем строить Китай для ханьцев. Сбросили в 1911 году в Синьхайской революции. И немедленно после этого, буквально в течение года, риторика китайских националистов меняется. И буквально через год они начинают говорить о том, что Китай, он не для китайцев одних, а это общий дом 5 рас. Китайцев, маньчжуров, мусульман, монголов и тибетцев. А знаете почему? Это моментально произошло. Китай начал распадаться. Ну, во-первых, отпали все территории национальных меньшинств, но это было понятно с самого начала. Хуже того, оказалось, что они же говорили, что вот мы единый китайский монолит, и сейчас заживем, а нет никакого монолита китайского. Северяне говорят «Китай для китайцев», а им с юга. Китай для китайцев – это прекрасно. Но у нас есть идея получше. Кантон для кантонцев, Хубэй для хубейцев, Хунань для хунаньцев. Не, ну вы сами подумайте. Хунанью правит северянин. Это вообще в какие ворота? Ну, ему дали пинка под зад и послали войска из Хунани в Хубэй, чтобы свергнуть и тамошнего губернатора северянина. То есть пошла немедленно цепная реакция. И когда это националисты поняли, они тут же фитиль притушили. И с тех пор ни один китайский режим официально и открыто себя режимом этнонационалистическим, даже если был, не провозглашал. И сейчас официальный нарратив – это то, что монголы – это часть нас. Если, например, почитать вот то, что пишут на китайских там, правых пабликах в интернете, там, например, есть такое, что вот Иркутская там, область, вот все это в Сибири, в Дальнем Востоке, оно было завоевано монголами, следовательно, принадлежит Китаю. Чингисхан для них это китаец или он монгол все-таки? Секундочку. Понимаете, вот как с русский россиянин. Вот есть два разных понятия. Русский и россиянин. В русском языке это не одно и то же. Но в английском Russian одно и то же. Вот так же с китайцем. Есть понятие джунго, срединное государство, которому принадлежат китайцы, монголы и прочее. И, Чингисхан, он не китаец в том смысле, что он не этнический ханец, но он, несомненно, часть китайской нации срединного государства. Вот это такое китайское представление. Типа того. А вот из этой концепции история вот именно монгольской империи, то есть до Хубилая, пока все это не распалось, да, вот это, она освещается в Китае? Или они все-таки вот это только сферы, где юань, где... Нет, конечно, освещается. Ну, вы сами поймите. Вот какая последняя династия? Она маньчжурская. Кочевники с севера. До этого Мин, китайская. Еще раньше Юань, кочевники с севера. До них Цзинь, кочевники с севера. Еще глубже забираемся, там Тан, кочевники с севера. И так далее, и тому подобное. То есть, если выкинуть кочевников с севера, то это значит выкинуть 60% своей истории. Зачем это надо? Но у нас это совершенно по-другому. У нас вот татары, это Золотая Орда, это не Россия, это не русские земли.
у нас вся история, концепция в России официально строится на антагонизме. Вот Абсолютно верно. Это чужие, Мгм. а вот мы, русские, и Россия, это совершенно другое. То есть я почему спрашиваю? Потому что получается концепция это у китайцев совершенно другая, и понимание истории другое получается. Абсолютно верно. То есть китайцы концептуализируют свою историю совершенно иначе, чем в России. И из этого исходит вопрос, а какая стратегия это выгодная и, как бы сказать, рациональная? Смотря кому. Смотря кого много вам. Вот. Ну, понимаете, тут, если продолжать этот разговор, то это подвести себя сразу под несколько статей. Поэтому... Возвращаясь к теме, да, вот у вас было заявлено инфантилизм российского общественного сознания. А можно конкретные имена? Да, а это уже подставится под иск, как это, дефамации. Знаете, если это пояснять, вот смотрели кто-нибудь «Убить дракона»? Или «Обыкновенное чудо»? Вот «Обыкновенное чудо». Вот в «Обыкновенном чуде» там был такой король, который, ну там, отравить пытался этого самого волшебника, его жену, но у него не получилось. И он начал оправдываться, что это я не виноват. Это все проклятые гены дедушки. Вот он у меня был мерзавец. Гены тетушки. Я сам хороший, это гены у меня плохие. И российский публичный дискурс, он во многом строится примерно по этой модели. Ну, типа того. Тяжелое детство. Угу. Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, с точки зрения современного вот китайца, да, мышления политического, обычно рядового среднего китайца, так как мы находимся, вся вот Российская империя, ну, Советский Союз, Россия сегодня, да, мы находимся, это территория, которая была завоевана потомками Чингисхана, которая входит, как вы сказали до этого, да, ну, такую китайскую большую нацию, то, соответственно, мы есть одна из больших провинций, частей Китайской национальной республики. То есть у них такое мышление на сегодняшний день? На сегодняшний день нет. На сегодняшний день я не видел китайцев, которые бы всерьез считали, что, скажем, вся Россия должна принадлежать Китаю. Но то, что, скажем, Дальний Восток, Забайкалье, оно бы по-хорошему должно было отойти к Китаю, это очень распространенная точка зрения. Я бы даже не назвал ее маргинальной. Нет, татары — это одна из 56 признанных официальных этнических групп Китая. Кстати, что интересно, ну, я просто сижу там на лекции, ну, это типа этнические группы Китая. И вот там разные меньшинства, по уровню образования ранжированы, татары на первом месте. Ну, что, в общем, неудивительно, нас там просто мало. То есть закон больших чисел в нашу пользу играет. То есть есть непризнанные? В том числе в Синьцзяне. То есть есть непризнанные народы? Да, конечно. Хакка, например, или Мин, или кантонцы те же самые. То есть меньшинство внутри ханьского массива, им в субъектности отказано. При том, что по сути у них языки свои, культура своя, литература своя. То есть, а татарам позволено это? Да, потому что их мало, и они просто совсем другие. Можно еще вопрос? Совсем, может быть, в тему, но все-таки, как раз уж есть возможность задать. Вот сейчас очень актуальная проблема, она в России среди мусульман обсуждается, это проблема уйгур и состояние ислама в районах их компактного проживания. Вот есть ли какая-то официальная информация или в СМИ там как-то освещается то, что там происходит, что якобы есть там лагеря, что мечети разрушаются, потому что у нас в России эту тему мусульманство очень поднимает. Как там? И насколько серьезная ситуация сейчас там? Они все отрицают. Мне к середине апреля возвращаться в Пекин, так что говорить на эту тему, естественно, не могу. Смотрите медиа, извините. Камиль, у меня вот можно насчет Золотой Орды? Вернемся, ты как к Гумилеву относишься? Гумилев, с одной стороны, он интересен, потому что он человек эрудированный, а для отечественных историков это не характерно. Но к его концепции я отношусь скептически. Он талантливый историк-провокатор.
Нет, дело не в том, что историк-провокатор. Дело в том, что ну поймите, это человек, который большую часть жизни провел в лагере, я имею в виду активной жизни, когда ему надо было учиться. И в итоге подготовки, необходимой для того, чтобы на такие темы рассуждать всерьез, он получить просто никогда не смог. А как же использовать китайских источников? Он не умел Подготовки востоковедческой, такой, которая была необходима, чтобы заниматься темами, которыми он занимался, он не получил никогда. То, что он получил, это все равно делает его круче огромного количества историков в России, но замах был слишком большой. На замах он не потянул. Ну, во-первых, не так уж молод. А если источники, по источникам-остаткам я уже назвал Почекаева в основном. По источникам-остаткам имеет смысл Почекаева смотреть из «Вассалов сюзерены». Это лучше, наверное, из того, что есть сейчас на русском. Почекаев из «Вассала» в «Сюзерены». Это о взаимоотношениях Золотой Орды и Московского государства. По источникам преданиям лучше всего Дональд Островский, Moscow and Mongols. На русский, я, честно говоря, не уверен, переведено или нет. Есть еще очень известный историк в Америке, который на эту тему пишет, Марк Гальперин. Его читать не надо. У него, ну, в смысле, просто формальная логика хромает. Про посольский церемониал, про Веселовского я уже сказал. Веселовский, что угодно. Что угодно Веселовского можно читать. Это прекрасный историк начала 20 века. Может быть, один из самых крутых, кто когда-либо писал о российской истории в принципе. Конкретно то, что я цитировал, это татарский церемониал. Примерно так. Ну вот, в основном это. Скажите, пожалуйста, сейчас книга написана «История», да, с Пиццевым Евгением, да, он часто на ютубе говорит, там, рассказывает про свои учебники, есть такой Пыжиков, который говорит о русском восходе. Не слышал, не читал, ничего не могу сказать. А вы какие этапами истории занимаетесь вообще? Вот ваша? Ну, поскольку последние 1,5 года я провел в Китае, то последние 1,5 года я занимался историей Китая с 17 по 20 века. Это было... То есть вы нам в следующий раз прочитаете что-то о Китае? Да, без проблем. И отношения, естественно, к нашей стране. Если будет желание, то могу вполне прочитать и про Китай. Камиль, Вот там был вопрос, давно хотели задать, да? Давайте. Вот как обстоит дело, если вы про уйгуров не хотите говорить, как обстоит дело с изучением китайцев экологии? То есть занимаются они этим, ставят ли они на это, или как бы эта тема закрыта? По понятным причинам сейчас это скорее не приветствуется. Потому что официальная позиция, она такая, что уйгуры и прочие – это часть китайского народа, а не потомки тюрков. Это официальная позиция. Нет, а вот что как бы экспансию вовне, типа Казахстан, там, они изучают как бы тюркские языки как вовне? Не особо. Они скорее платят местным, чтобы те учили китайский. То есть это колонизаторство. Ну да. То есть надо четко понимать, что через некоторое время в Средней Азии определяющее влияние будет, конечно, китайское. Но это просто факт. У вас, вот вы говорите, в Китае, вы сейчас живете в последнее время, изучаете их историю. Что-то какие-то вам попадались материалы о именно казанских, там, татарских, поволжских купцах, вот, тех источников, с которыми вы соприкасаетесь в Китае? Что-нибудь вот есть? Ну, наверное, самое интересное, это, конечно, Бурхан Шахиди. То есть выше всех поднялся из казанских татар там. И, наверное, единственный, кто сделал прям вот серьезную партийную государственную карьеру. А разве согласно китайским официальным источникам Бурхан Шахиди не уйгур, который здесь как-то оказался? Официальная позиция, не вы, правда, на самом деле. Нет, по-моему, его открыто называют татарином.
Не, ну я думаю, что их не так много, тем более, что большинство-то после культурной революции сбежало в Японию, потом из Японии в Австралию и США. То есть в Китае мало кто остался. Скажите, а как вот люди, на вашем примере, могут не попасть на учебу в Китай? То есть какие там программы, условия есть? Очень легко. Учреждений масса. Сейчас у китайцев много денег, и поэтому они активно спонсируют обучение, причем на английском. А какие условия вот для того, чтобы туда попасть? Молодым людям, студентам, в частности? Ну, я говорю, программ очень много, на очень разных условиях. Но в целом они вам денег на жизнь дадут. Попасть туда нетрудно. Вот там, где я, там конкурс есть. Но Там что надо знать? Английский только надо? вот как я сдавал. Я послал туда, понятно, letter of intent, то есть мотивация, CV, заполнил анкету с публикациями. После этого меня пригласили на интервью по скайпу и со мной пару минут побеседовали. Причем процентов на 70 о моих публикациях. Но при этом со всеми говорят по-разному. То есть, например, у меня однокурсник узбек, его интервьюировал декан американец и 2 китайских профессора рядом. И вот его все время этот американец подзуживал. Расскажите мне о Синьцзяне. А тот говорит, ну, Синьцзянь — это такая территория между таримской низменностью, горами. Тот, нет, расскажите о нынешней политической ситуации в Синьцзяне. А тот жмется, потому что сказать как есть, это значит, его не возьмут. Короче, он говорит, хорошо, давайте я вам расскажу официальную позицию моего правительства. Китайцы на этих словах заржали и говорят американцу, что ладно, давай это завершать. То есть я к тому, что пройти-то легко, в общем. Например, вот в Пекинском университете, где я учусь, там есть Академия Янчинг, специально для иностранцев. Там 70% иностранцы. Ну, живем в отеле, стипендия 1030 на человека в месяц. Ну, жить можно. Нет, в рублях. В юанях это вы слегка загнули. В Цинхуа, ну там 2 главных университета, это Пекинский и Цинхуа. В Цинхуа есть такой же Шварцман колледж, но Янчинг, он больше ориентирован на академиков и тех, кто хочет дальше в науку идти, а Шварцман больше на бизнес. Можно вернуться, да, к истории. Угу. Мне про Золотую Орду. Про рабство. Мне кажется, тоже очень важный вопрос, хотя про него и в официальной истории практически ничего не сказано, и много домыслов. И мне кажется, что рабство тоже показывает какую-то зрелость государства, или на каком уровне там про форму правления тоже что-то говорит. Встречалось ли тебе вот в источниках, когда ты изучал эту историю про рабство? Что ты про это можешь сказать? Так, во-первых, я не изучал источника в основном, я читал литературу, это другие вещи. Вот. А во-вторых, про рабство, понимаете, вот знаете, какая отличительная черта идиота? Идиот думает словами. То есть вот есть слово там рабство или монархия, и он считает, что вот это слово везде обозначает примерно одно и то же. А это же вовсе не так. То есть, ну вот приведу пример из Китая. Там было такое понятие нуцай, рабы на маньчжурском. Кого называли нуцай? Да правящий класс. Когда маньчжуры завоевали Китай, они расквартировали эти самые маньчжурские войска, знаменные, по китайским городам. И они там жили как правители. И вот они назывались нуцай. И когда в 906, кажется, году им запретили называться нуцай, они очень возмущались. Почему возмущались? Вроде бы странно, тебе запрещают называться рабом, а ты это выступаешь. А очень просто. Потому что это раб, это не значит раб. Это должно переводиться скорее как там bonded servant. То есть как младший член правящего клана Айсингюора, который имеет к нему отношение. А если тебе говорят, что как это, не-не-не, теперь ты сам по себе, то это что значит? Денег нет, но вы держитесь. Всего вам доброго, хорошего настроения, держитесь там. Вот как это переводилось. То есть это означало то, что правящая элита сбрасывает с себя обязательства по отношению к своим соплеменникам. Ну или посмотреть, вот знаете же слово family?
Откуда оно? Оно от фамилия, латинского. А что слово «фамилия» означало? У него было два значения. Первое – это семья, а второе – это совокупность рабов в хозяйстве. То есть вот в древности, в самой глубокой древности, особой разницы между рабами и семьей не было. Рабы были просто младшими ее членами. И только по мере развития рабства оно вычленилось. То есть мой в данном случае посыл в чем? Что под словом «рабство» скрывается очень-очень много разных типов социальных взаимоотношений, которые нельзя приравнивать одно к другому. А вот татарское кол, вот это вот, что оно означает? Вот им как бы, есть версия, что им определяли именно вот рабов. Да, но, скажем, в Казанском ханстве, как там было, сказать очень трудно. Вот в Крымском там была развита экспортная работорговля. Другое дело, что о чем очень не любят говорить, и вообще, если там русского националиста какого-нибудь или особо православного хотите, чтобы он расстроился, скажите ему следующее. Взятие Константинополя турками – это очень хорошо, потому что объемы работорговли через Черное море рухнули немедленно примерно на 70-80%. И это точно. Это точно, потому что сохранились у этих итальянских городов там налоговые документы, акцизы, потому что все это облагалось. Это немедленное обрушение всей работорговли. Вот. И это очень хорошо, что Константинополь стал Стамбулом. Вам же лучше. И у них все подгорит, потому что это правда. Ну вот один из аргументов, почему Казанское ханство взяли, это вот как раз-таки освободить Волгу от работорговли. Да. Если почитать русские националистические форумы. Да, то есть Вы больше читаете русские националистические форумы. Понимаете, это типичный пример хуцпы. Хуцпы, потому что, в этот период Московия сама была рабовладельческим государством, причем она становилась еще более рабовладельческим государством в этот момент. Понимаете, надо читать не современные националистические сайты, а источники того времени. А источники того времени что пишут? Князь Курбский, например. Казань надо взять почему? Потому что земля уж больно хорошая, а не в дружбе. А впрочем, говорит он, если бы она даже и в дружбе была, все равно бы ее надо было завоевать. Потому что подрайская землица. То есть обоснование на тот момент было совсем другим. А работорговлю ее там накрутили века спустя. Московское государство рабовладельческое, оно еще и в том смысле, что она продавала рабов. И если источников смотреть, была ли массовая продажа рабов с наших земель, так скажем, из Казанского ханства, из других ханств, и с московского государства? Конечно. То есть, во-первых, массовая работорговля была внутри Московии, просто экспортно ее было меньше, потому что экспортировать было через что, собственно. Но во время всех татарских восстаний было массовое порабощение и продажа в рабство внутри Московии, а спорадическая продажа экспортная, но я же говорю, она была трудной, она продолжалась до 19 века. То есть, скажем, еще в 1830-е годы на Урюпинской ярмарке продавали рабов купцам-армянам для экспорта в Турцию. Это все хорошо задокументировано. Но это были как бы крепостные. Крепостные, да. Вот. Но они уже там не становились в статусе крепостного, который они были здесь. Так, еще раз. Крепостной – это слово, которое имеет разное значение в разное время. Еще в XVIII веке крепостной – это не совсем раб. Потому что крепостной может, например, пожаловаться на хозяина, и иногда за злоупотребление у хозяев поместья отбирали. В XVIII веке это уже раб. Потому что, причем законы, кстати, не изменились. Законы были те же самые. Но уже в правлении Петра жалобы на плохое обращение, они просто игнорируются. И крестьян наказывают за клевету. Ты пожаловался, ты клеветник. То есть при Петре крепостничество окончательно превращается в нормальное такое плантационное рабство, как негров в США. Понимаете, по большому счету, никаких современных наций в современном понимании тогда не было. Нет, в таком виде, конечно, нет. Понимание общей общности, скажем, татарских юртов оно было, что вот мы юрты. Я не думаю, что оно определялось именно как династическое.
Но то, что Казанское ханство, Ногайское ханство, даже Касимовское ханство, Крымское ханство, они в принципе одно, а Турция уже не совсем, это осознание было. Ну, понимаете, еще раз, вы страшно модернизируете, вопрос абсурден. Ни у кого не было тогда такой идентичности. Русских тогда не было. Открываем в 15 веке список русских городов дальних и ближних. Что там? Города, понятно, Владимирские, там Волынские, Валашские, Болгарские. То есть, что значит слово «русский» в 15 веке? Русский — это значит православный, который ведет богослужение на церковно-славянском языке. Мы неизбежно вынуждены использовать в современном языке модернистские понятия, потому что иначе нас никто не поймет. Название лекции должно сочиняться так, чтобы было понятно, о чем пойдет речь. Нет, это будет оговариваться в содержании. Ну, хорошо, вот вы, когда лекцию будете читать, вы сделаете все правильно. Нет, ну я здесь не соглашусь с вами, потому что если мы смотрим литературу, ну, Дамир Исхаков у нас очень популярный историк здесь, популярный и достаточно много использует достаточно большое количество источников, он считает, что носителями татарского сознания, не как нации, которые мы сегодня осознаем, носителями татарского сознания были кланы татарские, Барын, Шерин, Аргын, Кыпчак, Мангат. Ну вот все 4 основных рода, ну в целом было 10 родов. Так или иначе, у них была идентичность, самоосознание себя как татар. Потому что, сейчас закончу, потому что элита, она достаточно, много перемещалась, да, и, соответственно, была необходимость противопоставления, так скажем, себя и другому народу, так сказать. Он сегодня в Казани, завтра в Крыму, и есть необходимость. А это везде так было. Если вы посмотрите на любые ранние националистические мифы, я подчеркиваю ранние, вы увидите, что там везде есть четкое противопоставление себя народу. В Польше шляхта, мы сарматы, а крепостные славяне. В Испании мы вестготы, а это всякая шваль собачья, простолюдины. Во Франции мы франки, дворяне, простолюдины галлы. В Англии, понятно, мы норманны, а простолюдины англосаксы. То есть противопоставление элиты народу для раннего нового времени, оно очень характерно. Это везде так было. То есть носители татарского, я к тому, что носители татарства, так скажем, да, они были. Но не в том смысле, который мы сегодня представляем себе, да, что татары это вот такая нация. Ну, как я уже сказал, представление об общей судьбе и общей общности, оно было, да. Подытожим, можно сказать, то, что Айрат начал говорить сейчас. То есть, я так понимаю, вот тогда, да, в то время, это так называемые татарские, служивые татары были. То есть, вот это вот элита, так называемые служивые татары, это одно, а сейчас то, что мы называем под татарами, это уже совсем другое. Не, служилые татары это в Москве. Про служилых татар давайте я вам прочитаю фрагмент. Мне очень понравился. Это из Саида Еникеева. Сейчас. У него есть такая замечательная книга, которую он полжизни писал. «Очерк истории татарского дворянства». И что прекрасное основано не на высосанных из пальца построениях, а на документах. И вот там есть очерк про одного служилого татарина в конце 16 века. Дело происходит на территории современной республики Мордовия. Цитата такая. Это жалоба монастыря на одного Мурзу. Князь Кулунчак Еникеев со своими татарами и латышами в той деревне живет и наносит монастырю нестерпимые обиды. Монастырскую пашню захватывает, а по его повелению его люди, татары и латыши, поругаются над христианской верой. Приезжают к ним на конях, кричат и смеются, и в трубы трубят, и по бубнам бьют, и в смыки, и в домра играют, и огнем под монастырь приходят, и сжечь грозят. Вот. Это служилые татары конца 16 века уже. Но я бы не стал в данном случае, это не в какой-то аргумент, а просто привел как это пример.
Кстати, вопрос, а вы поняли, откуда там латыши в Мордовии? Да, конечно, пленные с Ливонской войны. То есть, почему мне показалось это интересным? Потому что, во-первых, это показывает достаточно большую мощь и влияние татарских князей в России еще в XVI веке, которая в XVII веке будет уничтожена. В XVII веке их закатают под асфальт. Вот. Вот это такой посыл. Но служилое дворянство татарское в Москве, России и татарская элита в татарских государствах — это все-таки разные вещи. Я бы не стал их уравнивать. Можно, да, дискуссию? Вот когда говорилось о политической традиции Крымского ханства, как продолжатель, возможно, традиции Золотой Орды, насколько вот в этой традиции, политической традиции Крымского ханства, есть именно османская, которая в свою очередь стала, переняла традицию византийскую. Формально юридически много. Ну, я извиняюсь, что перебью, просто сейчас нас уже попросят. Вот. Формально много, по существу почти нет. То есть, да, в XVI веке там происходит формальная такая монархизация, то есть появляются там бюрократические учреждения, все дела. Но открываем, кто в них заседает. Мангыты, ширины, там те другие. То есть, грубо говоря, вот эти вот верхние роды, они просто получили ксивы, а по факту они роли не играют. Потому что везде монархия, она всегда опирается на регулярную постоянную армию. Регулярной постоянной армии не было. И поэтому монархия в Крыму, она висела в воздухе и была чисто виртуальной, о чем в значительной степени мой сегодняшний доклад. И упоминался о соборности, о земских соборах, да? Насколько земские соборы все же есть именно соборность православная, да, византийская. То есть... В Византии, насколько я помню, ничего такого не было. Да, византийская я неправильно использовал, именно православный собор. А каким образом это вообще связано с православной верой? Постоянные соборы, да, были вселенские. Ну, не постоянно, были вселенские соборы. Но то соборы духовенства. Да, и насколько эта традиция есть в земских соборах? Ее много, ее мало? Ну, еще в начале 17 века, скажем, татарские, магометанские представители, они в земских соборах участвовали. То есть это не были чисто христианские сборища. Ну, например, при избрании Романовых татарские делегаты поучаствовали, что было большой ошибкой. Да. Ну, потому что при Романовых и статус, и влияние татар в России снизились многократно. Я к аргументу о том, что Земский собор – это продолжатель традиции православных соборов, и понятие соборность – это по существу это высосано из пальца. Ни в Византии, ни в других православных государствах ничего такого не было. Вот где реально соборы были, и где реально традиция соборности не прерывалась, это вполне себе католическая Хорватия. Нет у нее русских, ни православных никакой соборности, это миф, вранье. Тема очень интересная, хорошо бы, если бы нас еще раз пригласили. Да, в общем, спасибо, что пришли. Я думаю, пора нам уже... Если интересно, подписывайтесь на телеграм-канал «Высокая порта».